Добрый день, уважаемые жители Лишевского района. Сегодня у нас четверг, 18 февраля, и мы начинаем свой брифинг по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшнем брифинге участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хаиртинов, заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеаркеевской центральной районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева и начальник районного управления образования Гульнара Фаруховна Кашапова. Чтобы ознакомиться с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике, передаю слово Рамилю Назимовичу. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Башкортостане зафиксировано 27 146 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 152 случая. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получает 264 человека. Из них в тяжелом состоянии 16, подключенных к аппарату ИВЛ 5. На амбулаторном лечении находится 5210 человек с легкой формой заболевания. За сутки выписано 168 пациентов. Всего за период пандемии 21 431 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 случая смерти от COVID-19. Всего умерших 241. Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки 179. Выписанных пациентов с пневмонией 101. Глава Башкортостана Ради Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Рамиль Назимович, ознакомьте, пожалуйста, с ними. Согласно новой редакции документа, отменяется обязательное использование перчаток в магазинах, финансовых организациях и МФЦ. Вместе с тем, жителям по-прежнему необходимо использовать защитные маски вне места проживания, в том числе в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси и на парковках и в лифтах. Учреждения образования республики теперь могут направлять организованные группы обучающихся во Всероссийский детский центр «Орленок», Всероссийский детский центр «Смена» и Международный детский центр «Артек». Органы власти и местного самоуправления могут проводить рабочие совещания, собрания, заседания коллегии и иные подобные мероприятия в традиционном очном формате. Для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 25 февраля 2021 года включительно. Спасибо за информацию. А теперь слово передаю Гульназ Ришатовне. Ознакомьте нас, пожалуйста, с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в районе. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 18 февраля в районе за весь период наблюдения выявлено 452 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это плюс 24 новых случаев за прошедшую неделю. Выздоровление из них 410 человек, это плюс 21 выздоровление за неделю. На стационарном лечении находится 7 пациентов, на амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находится 35 пациентов. С подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционных госпиталях также у нас получают стационарное лечение 7 человек. Продолжается забор взятием биоматериала на исследование коронавирусной инфекции. Общее количество проведенных тестов на COVID-19 с начала пандемии составляет 12 577 исследований, из них 686 анализов на сегодня находятся в работе. В Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В республике уже получили 94 тысячи доз вакцины, и в минувшие выходные поступили еще 20 тысяч доз. В связи с этим вопрос Гульназ Ришатовна: как проходит в районе прививочная кампания? Также аналогично, как и в республике, в наш район планомерно поступают вакцины для проведения вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день проведена вакцинация 405 человек нашего района, и вторым компонентом из них охвачено 84%. Это 340 человек у нас закончили этапы вакцинации. Вчера у нас поступило в организацию 175 доз. 100 доз из них рассчитаны для сотрудников коррекционной школы и Башкирского аграрного технологического колледжа, и 75 доз будут направлены для пациентов, которые находятся
в листе ожидания для приоритетных пациентов, то есть это те пациенты, которые имеют хронические заболевания, такие как хронические болезни органов дыхания, хронические бронхиты, сахарный диабет, онкозаболевания и хронические заболевания, болезни системы кровообращения. Вакцинация также продолжает проводиться во втором кабинете на втором этаже старого здания поликлиники после осмотра врача-терапевта в 321 кабинете. Напоминаю, что обязательно нужно подходить с паспортом и с НИЛСом и наблюдаться после вакцинации в течение 30 минут возле прививочного кабинета. Процедура проводится в два этапа. Первый этап после введения первого компонента, второй компонент вводится через 21 дней. Защитный титр антител у нас образуется через 42 дня после введения второго компонента, и ориентировочно иммунитет поддерживается в течение 2 лет. Еще раз хочу напомнить, на вакцинацию можно записаться через портал государственных услуг, через мобильное приложение к врачу или на республиканском сайте Доктор РБ, по единому контакт-центра 1301 или 122. Можете также записаться в ситуационном антиковидном центре по номеру 8 347 218 19 19. И также есть у нас номер нашего врача-эпидемиолога 8 963 898 40 50, по которому вы можете позвонить, оставить свои контактные данные для того, чтобы мы могли вас внести в лист ожидания для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Спасибо. И еще такой вопрос. С 15 февраля в республике стартовала плановая ежегодная диспансеризация населения. Как обстоят дела в нашем районе? И в нашем районе также начались мероприятия в поликлинике по диспансеризации взрослого населения, по проведению профилактических осмотров взрослого населения и по диспансеризации несовершеннолетних. Сейчас уже проходят этапы диспансеризации. Диспансеризация проходит один раз в 3 года, начиная от 18 лет и далее кратностью 3 года. Исключение составляют те граждане, которым диспансеризация проводится ежегодно вне зависимости от возраста. К ним относятся инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», лица, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий. Диспансеризация несовершеннолетних проводится ежегодно, начиная с 7 лет и заканчивая до 17 лет. А все категории лиц, которые не подходят по возрастным периодам диспансеризации, ежегодно один раз в год подлежат профилактическим медицинским осмотрам. Сколько всего человек в этом году запланировано провести через диспансеризацию? В 2021 году планируется осмотреть всего 7284 человек нашего района. Из них в рамках диспансеризации будет проведено 5813 человек. Профилактические осмотры 1471 человек запланировано для проведения профилактических осмотров. Для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров у нас предусмотрено отделение медицинской профилактики, а у детей диспансеризацию проводится врачами-педиатрами участковыми. Жители не спешат в поликлинику, так как попасть на прием к специалистам непросто. И в связи с этим, есть ли специальные кабинеты, предусмотрено ли это? Я уже напомнила, да, что у нас имеется отделение медпрофилактики, которое предназначено для проведения диспансеризации взрослого населения и профилактических медицинских осмотров. Отделение укомплектовано врачом-терапевтом, фельдшером и 2 медицинскими сестрами. В этом кабинете, кабинет находится в 321 кабинете 3-го этажа нового здания поликлиники.
В это отделение могут подойти, минуя регистратуру, и здесь не требуется амбулаторная карта от пациента. Единственное, вот, что сейчас в связи с ограничениями по диспансеризации также идет ограничение для лиц старше 65 лет, но после 25 февраля, по снятию ограничений, эти пациенты категории также будут вызываться для прохождения диспансеризации. В отделении проводится анкетирование, антропометрические исследования, бесконтактная тонометрия глаза или измерение внутриглазного давления, начиная с 39 лет и старше. Затем пациенты получают маршрутный лист или бегунок и начинают проходить необходимые исследования. Туда включаются флюорография, электрокардиография, маммография и так далее. Для завершения первого этапа диспансеризации с результатами проведенных исследований пациент дополнительно осматривается врачом-терапевтом. Врачом-терапевтом устанавливается группа здоровья, основной диагноз, даются рекомендации или лечение по поводу диагноза, и может врач назначить необходимые консультации врачей-специалистов узкого профиля при необходимости. Или по-другому это называется направление на второй этап диспансеризации. Необходимость прохождения второго этапа определяет только врач, который проводит анализ по пациенту после первого этапа диспансеризации. С 2020 года на основании временных методических рекомендаций по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции диспансеризация проводится по предварительной записи. Список записанных пациентов на диспансеризацию изучается по электронной амбулаторной картой на предмет контакта с больным COVID-19, на предмет нахождения на карантине этого пациента или острого периода заболевания пневмонией. Благодарим вас за подробную информацию. На еженедельном оперативном совещании в правительстве республики глава республики Ради Фаритович поднял вопрос об организации школьного питания и поручил усилить контроль в этой сфере. Вопрос к вам, Гульнара Фаруховна. Как организовано горячее питание школьников в нашем районе? Добрый день, уважаемые родители. Да, сегодня я хочу обратиться именно к вам, уважаемые наши родители. В 2020-2021 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях организован 100% охват обучающихся здоровым горячим питанием, в том числе для 1572 обучающихся, получающих начальное общее образование, это 1-4 классы, организовано одноразовое бесплатное питание на сумму 57 рублей 43 копейки в день на ребенка. Это получается у нас из федерального бюджета составляет 50 рублей 54 копейки и из республиканского бюджета 6 рублей 89 копеек. А также для 503 детей из многодетных малообеспеченных семей, это 5-11 классов, организуется бесплатное одноразовое горячее питание на сумму 55 рублей в учебный день на одного ребенка. Это все из республиканского бюджета. Для 119 детей с ограниченными возможностями здоровья и для 19 детей-инвалидов организуется бесплатное здоровое двухразовое питание в размере 100 рублей в учебный день. Это из республиканского бюджета составляет 90 рублей и из муниципального бюджета 10 рублей в день. Питание за счет родительского взноса составляет в среднем в месяц 30 рублей 15 копеек в день. Ознакомиться с ежедневным рационом питания можете на официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Питание». Также в каждой школе разработано положение о родительском контроле за организацией горячего питания в школе. Родители, представители родительского комитета могут приходить в школу и ознакомиться с ежедневным меню, состоянием и работой столовой и пищеблока, заполнить специальный чек-лист родительского контроля к организации горячего питания в школе. Но в случае возникновения вопросов, предложения по организации питания, вы, уважаемые родители, можете обратиться к руководителю школы или же по горячей линии, значит, 5 18 95 или технологу управления образования 5 33 22. Еще раз, значит, повторяю, телефоны горячей линии 5 18 95 и телефон технолога управления образования 5 33 22.
Уважаемые родители, тема действительно организации горячего питания всегда она была актуальной и остается по сей день. Поэтому, если есть какие-то пожелания, пожалуйста, в любое время обращайтесь, вместе будем решать возникающие проблемы. Ну, а со своей стороны я хочу пожелать вам, уважаемые родители, больше говорить с нашими детьми действительно о здоровом питании, чтобы ребята питались все в школьной столовой. Благодарим вас за подробную информацию. А мы напоминаем телефоны горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции. Вы их видите на экране. Уважаемые жители района, мы завершаем на этом наш брифинг. Встретимся с вами на следующей неделе. Берегите себя и будьте здоровы!